Здравствуйте! С вами экстренные новости на канале «Созидательное общество». 21 января 2022 года около южных островов Японии, по данным USGS, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Колебания ощущались в 4 японских префектурах. Есть пострадавшие. В течение часа после основного толчка произошло 6 авторшоков магнитудой выше 4. Всего за период с 1 по 28 января произошло 19 землетрясений магнитудой выше 6 в разных частях планеты. Такого не наблюдалось, по крайней мере, за последние 10 лет. В этом выпуске смотрите. Чрезвычайно большие выбросы СО2 происходят на вулкане Этна. 9 тысяч тонн в день, что составляет 10% нынешнего глобального выброса вулканического СО2. Это в 3 раза больше, чем выбрасывает вулкан Килауэа на Гавайях, который магмы извергает в 4 раза больше, чем Этна. Таков результат исследования, проведенного международной группой геологов из Европы. Ученые выяснили, что состав магмы Этны свидетельствует о наличии литосферных мантийных доменов под Южной Италией, которые чрезвычайно обогащены углеродом. Этот углерод проникает в магму во время ее плавления. Ведущий автор исследования доктор Алессандро Брагани отметил, что подобные богатые углеродом домены могут быть скрыты под другими вулканами по всему миру, что способствует выбросам СО2. По его мнению, вулканические выбросы СО2 могут играть ключевую роль в изменении климата нашей планеты как в прошлом, так и в настоящее время. Далее выпуски об аномальных снегопадах в Сирии и буре в Пакистане. 18 и 19 января 2022 года в северный и северо-западные районы Сирии пришли аномальные холода и сильный снегопад. К сожалению, такая погода привела к человеческим жертвам. Более всего пострадали беженцы в палаточных лагерях в провинциях Идлиб и Алеппо. Большинство палаток не выдержали суровой погоды и тяжести выпавшего снега. Десятки тысяч человек оказались на грани жизни и смерти. Из-за снегопада многие местные дороги оказались заблокированы, что еще более затруднило оказание помощи пострадавшим. 21 января на город Карачи, Пакистан, обрушился сильный ветер, скорость которого достигала 55 км в час. В результате этого произошло обрушение стен и крыш домов. К сожалению, погибли люди. Также есть раненые. Ветер вырвал с корнем деревья, валил столбы электропередач и повредил транспортные средства. В первую очередь от стихийных бедствий страдают самые социально уязвимые слои населения. И таких людей, к сожалению, становится все больше из-за глобального изменения климата. Репортер сирийского телевидения Мунир Аль-Хаджа прислал репортаж о том, в каком бедственном положении находятся беженцы в палаточных лагерях в Сирии. Жители лагеря Аль-Ихаа в деревне Зуф. После снежной бури 23 января 2022 года. Это положение беженцев. Что с вами случилось? С 4 часов утра начался снегопад. Здесь я и бабушка.
Территория разделилась на две части, и до 6 утра мы мучились. Что вам нужно? Мы нуждаемся в отоплении, продуктах питания и помощи Бога. Этот лагерь является одним из стихийных поселений, включающих в себя несколько лагерей. Большинство их состоит из палаток корабельного типа, которые, как известно, не выдерживают дождя и снежных бурь. Люди здесь очень страдают из-за снежной бури. Как вам в холоде? Это не холод, а чума. Вам привезли отопительное оборудование или нет? В каком оно состоянии? Здесь есть женщина, которая умирает, и мы хотим ее спасти. Здесь нет скорой помощи? Нет, нам очень нужна скорая помощь. Здесь было много машин, но никто ее не взял. Она лежит на земле. Иди, посмотри. Спасайте ее. Мы здесь обнаружили один из критически больных случаев, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи. Мы едва могли добраться в этот лагерь. Дай Аллах вам здоровья. Как вам в этом холоде? Ей-богу, мы умираем здесь. На нас упали палатки, и мы замерзли в этом снегу. Это ваша палатка? Да, это наша палатка. Она латана одеялами. Да, но они очень изношены. Как я и сказал, во всех лагерях повреждения схожи в плане подъездных дорог и сильных морозов при отсутствии средств обогрева. Готовность людей к этой снежной буре была недостаточной из-за отсутствия покупательной способности и тяжелых условий жизни во всех регионах по всему северу Сирии. Мунир Аль-Хаджа из Сирия ТВ, западная сельская местность, Идлиба. К сожалению, в потребительском формате общества никто не готов к внезапным стихийным бедствиям. И любое промедление в объединении всех людей, чтобы справиться с общим врагом, глобальным изменением климата, приводит к человеческим жертвам. Очевидец снежной бури, которая обрушилась на горный регион в Пакистане, расскажет о трагедии, которая произошла в начале января 2022 года. Меня зовут Амир, я из Пакистана. Недавно я пострадал от снежной бури в районе Мурри, недалеко от Исламабада, столицы Пакистана. На прошлой неделе мы поехали в холмистые районы города Мурри, недалеко от Исламабада, столицы Пакистана. Когда мы добрались до скоростной автомагистрали, начался дождь, а через 5-10 минут пошел снег. Мы свернули на скоростную автомагистраль, потом съехали с нее и начали подниматься в гору, чтобы добраться до нашего места. Тем временем снегопад усилился. И в этот момент мы заметили, что с собой у нас нет вещей для обеспечения безопасного подъема. У нас были шапки, перчатки, еще что-то. Но не было главного — специальных цепей для ботинок, чтобы мы могли легко ходить по снегу. Около 1000 автомобилей и транспортных средств, в которых были целые семьи, приехавшие в эти места, застряли на дорогах. Дороги были полностью заблокированы. Не было возможности двигаться ни в каком направлении. В ту ночь люди ночевали в своих машинах. Они не смогли добраться ни до ближайшего отеля, ни до какого-либо другого места, или сообщить местным жителям, что им нужно какое-то убежище, какая-то крыша над головой, чтобы переночевать. Рано утром мы были потрясены смертью людей. Очень грустно говорить о том, что больше 20 человек погибли в снежной буре. Они находились в машинах без доступа кислорода. Они закрыли окна и включили обогреватели. Во время снежной бури их засыпало снегом, и они умерли. Знаете, если есть небольшая утечка газа из глушителя, то выхлопные газы проникают в салон через обогреватель, из-за чего люди теряют сознание и умирают. Знаете, снег шел все интенсивнее и интенсивнее, и я немного испугался. Но у меня хотя бы были теплые вещи. У нас были перчатки, шапки и другие вещи, благодаря которым мы могли выжить во время снегопада. Они спасли нас от холода. На некоторых людях была только легкая одежда, пиджак. Они сидели в своих машинах, не имея ни шапок, ни перчаток, ничего, что могло бы их согреть. Снежная буря прошла в Пакистане впервые. Раньше здесь были только снегопады
снегопады. Рано утром на место происшествия прибыла команда спасателей. Никто не знал, в какой машине люди живы, а в какой мертвы. Даже если, например, машины стояли рядом, люди из одной машины не знали, жив ли человек в соседней машине или мертв. Потому что снежная буря обрушилась на всех, и все были почти без сознания, в очень плохом состоянии. Эта беда коснется каждого. Для нее не существует ни стран, ни родственных связей. Она коснется не кого-то конкретного, а ударит по каждому. Каждую страну, каждую семью может постигнуть бедствие, которое невозможно остановить. Ведь изменение климата, которое происходит сегодня, это очень большая проблема, или, скажем, ситуация в мире. И мы можем узнать, как нам выжить и как это пережить. Сильные снегопады также выпали в Грузии 26 января 2022 года. Многие автодороги оказались заблокированы. Возникли перебои с электроснабжением. В горном поселке Бахмаро высота сугробов достигала 4 метров, заблокировав входные двери и окна жилых домов. Ранее обильные снегопады в Турцию принес циклон «Надежда». Зимний шторм «Элпис». Пассажиры в аэропорту Стамбула из разных стран мира стали заложниками стихии. Большинство людей вынуждены спать прямо на полу. Возникли большие проблемы с питьевой водой и питанием. Тему сильных снегопадов и штормов продолжит репортер экстренных новостей и очевидцы событий. Здравствуйте! С вами репортер экстренных новостей из Турции. С 24 на 25 января 2022 года на значительной территории Турции прошел сильнейший снегопад, какого в стране не видели 30 лет. Стамбул и его окрестности превратились в настоящую зону бедствия. Высота снежного покрова местами достигала полуметра. Температура опустилась до минус 2 градусов, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы. На обледенелых дорогах застряли тысячи машин. Людям пришлось разводить костры, чтобы не замерзнуть. В снежном плену оказались автобусы с туристами. Спасатели смогли добраться до них только спустя 12 часов. Многочисленные аварии привели к человеческим жертвам. Для нормализации ситуации в столице был введен запрет на движение частных автомобилей и прекращена работа общественного транспорта. Жителям было рекомендовано не выходить из дома. Из-за непогоды приостановили авиасообщение. که چند روز تا پرواز پرویزشان انتظار شوند. همچنین به دلیل بد بودن دیدگاه گذرگاه کشتی‌ها از بصراف بسته شدند. 20 январь در جنوب روسیه برف زیاد بارید. وضعیت دشوار در کشور کراسنودار به عمل آمد که در آن مقدار انومالی برف بارید. در کراسنودار در تمام تاریخ مشاهده‌های متئورولوژی رکورد برف گذاشته شد. تا 41 سانتیمتر. در بعض دهه‌ها ولایت توپسه بلندی طوفان‌های برف به اندازه 1 نفر بود. سلام، نام من لیلا. من در استانبول زندگی میکنم. من میخواستم با شما تجربه های خود را در وقت طوفان برفی که 2 روز پیش از سر گذرانده بودیم نقل کنم. راستی گپ وقتی که ما فکر میکردیم که صبح معمولی برف دوشنبه از خواب بیدار شدیم. پس از ساعت 3 هوا به فلاکت تبدیل یافت. همه راه‌ها فوراً بسته شدند. چنان تندبادی خشمگین و سخت به عمل آمد که حتی ماشین‌های برف تازه‌کنی کفایت نمی‌کردند. هم راه‌ها به سوی فرودگاه بسته شدند. همه پرواز به فرودگاه قطع کرده شد. همه مسافران هواپیما مجبور شدند که ساعت‌ها در هواپیما منتظر شوند. راستی گپ آدمان از اون جمله من به واهمه افتادیم زیرا ما حتی نمیدانستیم که چقدر وقت میگیرد. اگر آن حتی در طول چند ساعت به حیات ما اینقدر تاثیر رساند ما نمیدانستیم که اگر آن 3 روز دوام کند با ما چی میشود. ما اینچنین دیدیم که صرف نظر به آگاهی متئورولوژی
чораҳои эҳтиётӣ андешида мешаванд. шумораи зиёди одамон метавонистанд бодиққат амал кунанд. ҳадди аққал онҳо метавонистанд соати комендатиро ҷорӣ кунанд. то тавре ки аз хабарҳо бинем, бисёрҳо маҷбур шуданд ки мошинҳои худро дар канори роҳ гузошта дар сардиҳои шадид зери барф соатҳо бишинанд. ҳодисаҳои зиёде рух доданд. Ман воқеан фикр мекунам, ки мо бояд ба ин масъала каме ҳассостар бошем. Это Краснодарский край, 24 января, уже третий день. ин кишвари Краснодар 24 январи рӯзи сеюм аст, ки дар ин ҷо об мерезад. Аллакай ман ба шумо нишон дода метавонам, ин гуна барфҳо барои минтақаи мо аллакай ғайримуқаррарӣ мебошад. Ва чанде пеш аз он борон борида баландшавии шадиди дарёҳо ба амал омад. Вот смотрите, какие сугробища. Для тех, кто говорит, что климатические изменения нету. онҳое ки мегӯянд тағйирбои иқлим нест, ин умуман барои минтақаи мо хос нест. гузашта аз ин он аслан бо як рӯз ҳамроҳӣ мекард. Борон ба мисли он барф борида ва онҳо то ҳол ҷамъ мешаванд. Бинед чӣ гуна барфҳо меборанд. Ана пиёдагардон, ну свет нет, ҳоло қариб дар ҳама ҷо декҳои бо газ коркунанда ба қувваи электр пайваст карда шудаанд. печкаро тарк кардем ва одамон ҳама чизро ба декҳо иваз карданд. ана зебоӣ, ана баландӣ. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я являюсь Номи ман участником Виктор проекта аст. «Созидательное Ман общество». узви Живем в городе ҷамъияти Сочи, созанда Лазаревском ҳастам. Ман районе. дар ноҳияи Лазаревски И на шаҳри днях Сочи очень зиндагӣ сильно мекунам. разрушила Чанде штормом, пеш очень тунбод сильно разрушила обанборӣ набережную назди в вокзали районе ЖД станция Волконская. Волканскаяро вайрон кард. Живем здесь уже 10 лет и ничего 10 подобного сол мо дар ин не ҷо видел зиндагӣ я. мекунем ва Даже ман раньше чунин спрашивал, чизеро то есть надидам ва разрешения не қаблан было. пурсидам. Ин гуна харобиҳои Еще шадид там набуданд. предшествовали очень сильные дожди, пеш затем аз сильные ин дожди со борони снегом. хеле сахт боронҳои тӯлонӣ шадид бо И с барф каждым борид годом очень заметно ва ҳар сол уменьшается раҳи прибрежная соҳилӣ полоса. ба таври назаррас коҳиш меёбад. В ночь на 26 января шаби 26 январ тӯфони зимистони Элпис пас аз Юнон ва Туркия Исроилро фаро гирифт. Танҳо дар як шаб дар ин ҷо тақрибан 20 сантиметр барф борид. бар асари ҳавои тӯфонӣ шоҳроҳҳои асосии Исроил муваққатан баста шуд. Барф бо шамолҳои сарди шадид барои минтақа ғайридодӣ ва ғайриоддӣ мебошад. дар бораи оқибатҳои тӯфонӣ салом. Ин хабарнигори хабарҳои фавқулодда. 24 январи соли 2022 бориши барфи зиёд, ҳарорати сард ва шамолҳои тӯфони ғайриоддӣ барои ин кишвари ҷанубиро ба Юнон овард. боришоти зиёди барф кишварро фалаҷ кард. Бар асари канда шудани сим, ки танҳо ба шохаҳои дарахтон бар он афтоданд, тақрибан 10 ноҳияи Афина ва навоиҳои атрофи шаҳр бебақр ва интернет монданд. Дар шоҳраҳои Аттики Ода садҳо мошин дар зери барф монданд. Барои кӯмак ба ронандагон ва мусофирон сӯхторнишинон ва артиш оварда шуданд. Пас аз соатҳои зиёди интизорӣ, ронандагон маҷбур шуданд ки мошинҳои худро дар роҳҳо гузошта, бевақтии шаб ба фарзандонашон дар оғӯш аз як шаҳри пурбарф гузаранд, зеро ҳеҷ гоҳ кӯмак намерасид. Была похожая ситуация с отключением электроэнергии и разрывом проводов в заснеженных жилых районах. Но, к сожалению, этот опыт ничему не научил наше потребительское общество. Ранее, 18 января, в северных районах пустыни Сахара, Африка, прошел снегопад.
температура опустилась до минус 2 градусов Цельсия, тогда как средняя температура в январе составляет плюс 8 градусов. Снег покрыл песчаные дюны вокруг алжирского города Айн-Сефра. Такое погодное явление для этой местности очень редкое. За последние 24 года снег здесь выпадал всего несколько раз. В середине января проливные дожди обрушились на провинцию Южноафриканской республики КваЗулу-Натал. Это привело к разливу местных рек и к масштабным наводнениям. К сожалению, погиб человек. Более 100 жителей были эвакуированы. Было повреждено множество зданий, дорог и мостов. 24 января روز 24 январ дар ноҳияи Кисорои Уганда борони шадид боиси обхезӣ ва лағжиши замин шуд. мутаассифона мурдагон ва гумшудагон ҳастанд. аз нишебиҳои кӯҳӣ мағрубура гил, санг ва сангҳои азим рехта зерсохторҳоро, хонаҳо ва роҳҳоро хароб карданд. амалиёти ҷустуҷӯию наҷотдиҳӣ гузаронида шуд. қаблан 4 декабри соли 2022 конференсияи байналмилалии онлайн бӯҳрони ҷаҳонӣ замони ҳақиқат, ки дар он иштироккунандагон он дар бораи бӯҳрони ҷаҳонии иқлим, ки рӯз аз рӯз афзоиш меёбад, маълумот доданд. мутаассифона худи ҳамон рӯз дар Кения обхезӣ ба амал омад, ки боиси марги одамон гардид. баъдан шоҳиди ин фоҷиа дар бораи аҳамияти огоҳӣ бар бораи тағйирёбии иқлим суҳбат хоҳад кард. номи ман Мешак Донде Мутва аст. ман аз Кения, сарзамини мардуми Канба ҳастам. ман шоҳиди он будам, ки обхезӣ чӣ тавр одамон ва мошинҳоро бурд. ин дар ноҳияи Китуи дар наздикии дарёи Энзу дар Мвинги рӯй дод. ман бо чанд нафар дар мошин мерафтам, ки ногаҳон вақте ки дарё тақрибан 100 метр дуртар буд, ман дидам, ки оби зиёде аз он тараф омада ба поён ҷорӣ мешавад. мо бояд баҳс кунем. баъзе одамон чтобы они не суетились, если хотят спастись. Если вы попадете в течение, вода может вас унести. Вода прибывала издалека, из других уголков. Местность была очень сухая, поэтому люди никак не ожидали такой ситуации. Но вот вода пришла и унесла несколько деревьев, большие камни. В этом районе нет моста. Нет возможности ба добраться он до тараф другого илоҷе берега. нест. Если агар ждать, мунтазир то бошӣ вода об затопит. пур мешавад. Другого пути нет. Есть только илоҷи одна дигар дорога, нест. танҳо прямо як на роҳ, другую сторону. рост ба тарафи дигар. Эта местность довольно ин сухая, майдон хеле хушк аст. поэтому жители иногда бинобар ин копают сокинон дар глубокие ҷустуҷӯи ямы об в поисках баъзан воды. чуқур кофта мешаванд. Я хочу, чтобы вы это поняли. ман что мехоҳам, всё ки шумо из-за инро фаҳмед, нехватки воды. ки ҳамааш аз беобӣ аст. И когда приходят дожди, вақте ки борон а вы меборад помните, что у нас есть вырытые глубокие ва ту ямы? дар хотир дорӣ, ки мо чуқурӣ кофта будем. Когда приходит бинобар большая ин вода, вақте ки оби калон сложно меояд, понять, фаҳмидан если душвор где-то аст, ки яма дар или нет. ягон ҷо сӯрох мавҷуд Именно аст это ё не. и случилось с тем бо он автобусом. автобус маз На ҳамин краю чиз так рӯй дод. называемого моста дар канори была пулӣ яма. ба истиллоҳ сӯрох провалился. пайдо шуд ва автобус аз он афтид. Из-за этого люди аз ин оказались под сабаб водой. одамон дар зери об Люди монданд. действительно страдают. одамон воқеан На азоб самом деле мекашанд. это коснулось воқеан и ба меня, ман но ҳам я таъсир больше кард, не хочу вале дигар страдать. намехоҳам азоб Очень кашам. важно, чтобы люди хеле муҳим понимали, аст, ки что одамон такое тавассути изменение иттилоот климата дарк благодаря кунанд, ки информированию. тағйирёбии иқлим Когда вы чист. вақте ки владеете шумо маълумот информацией, доред, вы знаете, как шумо поступить. медонед, ки Но чӣ если кор кардан информации лозим нет, аст. аммо не дар будет сурати понятно, мавҷуд как набудани маълумот справиться с маълум подобными ситуациями. нахоҳад шуд, ки Помните, чӣ гуна что ин если ҳолатро вы действуете муносибат в кард. одиночку, дар как хотир я доред, ки сейчас, агар с шумо одной танҳо стороны, амал кунед, а мисли кто-то ман действует ҳоло с аз як другой тараф, стороны,
ولی کسی از طرف دیگر عمل کند و ما اگر یک جای باشیم ما چیزی واقعا بزرگ را می سازیم. بنابراین همه خلقها همه ما دوستان هستیم. من شما را به این کنفرانس Если вы стали очевидцем климатических аномалий, اگر присылайте свои شما شاهد видеонаблюдения на عملهای почту اقلیم باشد لطفا با ویدیوی خود را به plamya@creativesociety.com. ما فرستید. 22 января 22 январ سال 2022 طوفان تروپیکی امن به جزیره مداگاسکار زد. در نتیجه آبخیزی و یارش دهها نفر کشته شدند. قریب 65,000 کس به پناه ماندند. در ناحیه‌های پست هموار эвакуация یک روز پیش سر شد. Столица Мадагаскара Антананариву был объявлен красный уровень тревоги. Около 7 тысяч домов оказались затоплены. قریب 7,000 خانه زیر آب مانده است به دلیل تهدید آبخیزی در منطقه آسیب دیده. Стихия также накрыла материковую часть Африки. В Малави произошли сбои в подаче электроэнергии, а в Мозамбике погибли люди. Далее репортер экстренных новостей расскажет о том, что произошло в другой части южного полушария. Здравствуйте, с вами репортер سلام، این خبرهای فوق‌العاده از پرو است. 21 ینوار سال 2022 در اثر بارشات شدید در کوسکوی پرو دریای الکامیا از ساحل‌های خود پر شد که در نزدیکی شهر اگیوس کلینتس سیل به عمل آمد. جریان قدرت خاک و سنگ و خاشاک از کوچه‌ها گذشته همه چیزی را که در راه خود بود می‌برد. آشیان‌های اول خانه‌ها، مهمانخانه‌ها و طرفخانه‌ها زیر آب ماندند. کوپرک‌ها ویران شدند. راه‌های آهن ویران شدند. تأمینات الکتریک قطع گردید. تقریباً 900 سیاح و برخی از ساکنان محلی اواکوئه کرده شدند. خدمات ملی آب و هواشناسی و آب و هوای آب به دریای هر یک شخص می تواند خبرنگار خبرهای فوق‌العاده شود. درباره انامال‌های اقلیم در کشور خود حکایه نویسید و آنها را به ما توسط پاچه الکترونی ارسال کنید. همینطور الکس لوندوس که علاقه خبرنگار دائمی مسئله های ماست حکایه خود را به ما میفرستد. این دفعه ما درباره عاقبت‌های سلام، من الکس لوندوس هستم و حالا من در قسم شمالی مونتری بی در کالیفرنیا مرکزی جای دارم. این منطقه تقریبا ساعت 6 صبح امروز به سونامی دچار شد. طوری که می‌بینید موج‌های سونامی از بالای آن رگزارها گذشته به سیرگذشت پیاده‌گردهای شهر سانتا کروز برمی‌خورد. شهر در مجموع در طول از 21 تا 27 ینور در سیاره طوفان‌ها، بارش برف‌های غیرمقرری، آبخیزی و سیل اینچنین دیگر آفت‌های طبیعی به عمل آمدند. باید گفت که در یک وقت در قطعه‌های گوناگون سیاره به عمل آمدن بارش‌های انومالی از سینکرونیزاسیون آنها شهادت می‌دهد. سبب همه اینها دوره‌های استرونومی میباشد. برای حل مسئله‌های اقلیم ما باید تمام نیروی انسانی را متحد کنیم، زیرا تهدید глобали بر سر ما آویزان است. лучи наносят непоправимые изменения в ядро нашей планеты. Поэтому нам надо как можно скорее понять, как выставить противодействие от этого излучения, пока еще можно что-то изменить. Вот простой вопрос. А что делать? در اینجا یک سوال عادی چی باید کرد؟ آخر تکنولوژی‌هایی هستند که از روی آنها ساخته شدند فرض کردیم. خیر آن را گنراتورهای بی‌دشواری میگوییم، همانهایی که از هیچ چیز انرژی زیاد میگیرند. این چیز معنا دارد. در کائنات انرژی زیاد موجود است و این تاثیر متقابلی ضعیف چنان که میگوید بین ذره‌ها واقعا یک انرژی عظیم تنها عظیم میباشد.
شما می توانید آن را بی ضرر به محیط زیست، کائنات و همه چیز دیگر استفاده برید. این مثل گزارش از یک حالت به حالت دیگر است و بعد از جای خود برمیگردد. یعنی اصلا ما چیز را ویران نمی کنیم و وقتی солнечную энергию, для этого мы что делаем, друзья мои? Для того, чтобы использовать солнечную энергию, мы вначале создаем эти, ну, да, эти батареи, все остальное. Мы серьезные химические процессы, они служат недолго, неэффективно, лишь тогда, когда светит солнце. Мы не можем намного саккумулировать этой энергии, ну, это такое не очень. Ветровые станции. Ну, ветровые станции, они создают массу проблем, они меняют, нарушают потоки ветра, если в достаточном количестве их, ну, скажем, когда поля устанавливают целый, плюс создают шумы, так же самое создают излучение, но тоже вред, скажем, и очень дорогое удовольствие, которое на самом деле не окупается. Это не те источники, которые нам необходимы. Все эти вместе взятые, вместе с ядерным потенциалом и со всем на свете, мы не сможем саккумулировать такое количество энергии, даже со всего этого, для того, чтобы использовать даже единоразово. А здесь противодействие должно быть очень серьезное и не разово, а действительно. В зависимости от силы воздействия должны выставлять равное по силе противодействия. Тогда мы будем жить как хотим. Но этим процессом мы должны управлять. Очевидно, روشن است که متحدی تمام انسانیت ضرور است، اما توجه مردم در فرمت سیمانه جامعه چگونه است و این همه ما را به کجا میبرد؟ ما میبینیم که دور سببی اساسی تغییرات اقلیم است. آن در هر 12 سال رخ می‌دهد. دوره‌ها از این روی درجه شدتناکی نابودشوی فرق می‌کنند. هر یکی من بعد همیشه خرابی‌آورتر است. همین طریق در هر 24 سال ما تا بزرگترین فلاکت‌ها و تغییرات را از سر می‌گذرانیم، در حالی که دوره‌های مابین نسبت به 24,000 ساله‌ای که حالا وارد شده ایستاده‌ایم کمتر خرابی‌آورترند. شما تنها فکت‌ها را خواندید. چرا این حقیقت برای ما دسترس نیست؟ چرا ما تا حال معلومات بر دروغ را درباره SO2 می‌بینیم؟ این بی‌معنی است، زیرا ما می‌بینیم که آدمان همیشه می‌میرند، زیرا ما درباره SO2 گپ می‌زنیم. این تجارت بزرگ این حیات ما از دست می‌دهند. هنگامی که آنها ما را با دروغ غذا می‌دهند، دشمن واقعی اقلیم به سیاره ما بی‌اس حمله می‌کند. هجوم فعالی دشمن کی ها باز دوام دارد و در این وقت آنها دروغ گفتن را دوام داده معینه ما را می‌شویند که آن را می‌کند. آنها را که ما واقعاً با نام اصلی خود می‌نامیم همکاری میباشند. اینها آنهایی میباشند که به مقابل انسانیت مبارزه میبرند. بر ضرر دولت شما، بر ضرر عائله شما، بر ضرر همه ما. آنها به منفعت خود، همیانهایشان، کلچه هایشان طرف دشمن را دیده افسانه گفتن را ادامه میدهند. ما را جدا میکنند و به هم مقابل میگذرانند و از سبب آنها ما این جنگ را از دست میدهیم. ما مقابلت نمیکنیم. ما خودمان خانه جان خود را می بخشیم و این برای تمام انسانیت دعوت است و همکاران به ما می گویند که خوابید چی آرام است وقتی که جنگ واقعا ادامه دارد. آیا ما می خواهیم که با اقلیم نابود شویم؟ همه ما را امروز لازم است که تمام جد و جهد خود را متحد کنیم. نگذاریم که این همکاران خائن دهان ما را بند کنند. با تهمت‌های به گردن با ما بار کرده راضی نشویم، بلکه دلیر باشیم و حقیقت را بگوییم در همه جا و در همه جا به همه آدمان. امروز قوه ما در حقیقت است. حقیقت دل ما را آب می‌کند. حقیقت ما را قوی‌تر می‌کند. حقیقت ما را یک میکند. حقیقت ما را آدم میکند.
одамони сазовори ҷамъияти созанда, ҷомеае ки ҳамаи паёнбарон орзу мекарданд. Раҳмат. Подробнее о созидательном маълумоти обществе бештар можете дар узнать на бораи сайте ҷамъияти creativesociety.com. созанда дар creativesociety.com. Спасибо, что были сегодня с нами, Ташаккур и до бо скорой встречи мо на канале будед. Имрӯз «Созидательное бо мо. общество».